Здравствуйте, мои дорогие подписчики! В субботу незапланированно родители вызвали мужа на забой. Так мы и потеряли день для заготовки льда. В воскресенье же стояла непогода. Мы с мужем отправились к его родителям. С утра ветеринар поставил прививку лошади. Лошадь для якутов – особый вид животных. Порода якутская лошадь СЛГ появилась благодаря так называемой народной селекции в результате естественного отбора климатических условий. Якутские лошади отличаются особой выносливостью, легко перенося 50-градусный мороз, самостоятельно добывая корм из-под снега и при этом оставаясь незаменимыми помощниками в хозяйстве. Незаменимый транспорт в селе Буран. Поехать в лес за дровами по необъезженному снегу, съездить на рыбалку и охоту можно беспрепятственно на Буране. Отец мужа Соломонов Гаврил Дмитриевич, кавалер Ордена Трудовой Славы, охотник и рыбак. В свои 74 года он хорошо себя чувствует. Всю жизнь провел в единении с природой, и для него Буран действительно незаменимый транспорт. Когда-то про него была опубликована статья в журнале «Баянай». Маленькая гораздо Бурана, так удобный. Одну топку даешь, быстро выходит, заходит. Много дрова не надо. Для старых охотников. Молодые, сильные, они дергают, буран заводят. Маленько шлепает, выезжает. А как долго нагревается гараж? Одну топку даешь. Старая. Одну топку, маленькую топку. Зайдем, посмотрим. Пожалуйста. Буржуйка, не буржуйка. Сами сделали печку. В такой магазине нету. Сами варим, он турбар, тут буровая. Вот топор, вот такая избушка маленькая. Можно спать вместе с бураном. Отдыхать, печки варить. Буран отодвинул, рядом вот здесь лежит. Охотнику много не надо, раз завел, поехал. С кем строили? И давно это уже. Ребят таких нету уже. Кто иной мир поехал, и кто где-то ходит. Сейчас строят тут гаражи для буранов? Нет, сейчас продаются гаражи. Палатки продаются, говорят, все 8 или сколько тысяч. А у нас обеспечения нету всякого. Потому что стали молодые охотники, долго говорят, и ничего нету. Погостив у родителей, мы приехали в общежитие для учителей. В нашей секции 2 комнаты.
Вот одна из комнат выглядела так. А на днях я обклеила кухню самоклеющимися обоями, немного привела в порядок. Кухня преобразилась. Неизвестно, как долго мы будем здесь жить, но хочется приходить в уютный дом. Вот в бидончике мама мужа отправила кровяную колбасу. Вкусно! После обеда поехали на реку за заготовленным в пятницу льдом. В помощники вызвался наш сосед Александр Петрович. Хорошо на свежем воздухе. Вон на том берегу стоят горы, которые принадлежат природному парку. Сейчас ездить на ту сторону никому не разрешается. А я тем временем зашла в машину погреться. Сейчас налью себе горячего кофе. Вечером были другие хлопоты. Готовка ужина, баня, подготовка к рабочему дню. У нас до сих пор еще не провели интернет. Не посидишь, уткнувшись в телефон. Благо, на дистанционное обучение не перешли. Вечером полакомились любимыми для якутов харта и жеребячей печенью. Вот такая она, сельская жизнь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!